Praise the Lord. Somebody praise the Lord. Слава Господу. Кто тогда прославь Господа? Well, somebody that is alive, praise the Lord. Кто-то, кто живой, прославь Господа. The difference between the living and the dead is praising God. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. И разница между мертвыми и живыми, что они заморожены, что мертвые они замороженные. Библия говорит, все дышащее да славит Господа. So somebody praise the Lord. Давайте прославим Господа. Jesus said, if you will not praise me, I will raise up stones to take your place. И Иисус сказал, что если вы не будете меня славить, то камни возопьют вместо вас. I don't want any stone to take my place. Я не хочу, чтобы за место меня какой-то камень возопил. You know, when you stop praising the Lord, that means you have stopped meeting God's needs. Знаете, когда ты прекратил прославлять Господа, это значит, ты перестал восполнять Божью нужду. What does God want from me? А что Бог хочет от меня? He wants me to praise Him. Он хочет, чтобы я Его прославлял. If I stop praising Him, а если я прекращаю Его славить, I have stopped meeting His needs. Я прекратил восполнять Его нужду. And when I stop meeting His need, а когда я прекратил восполнять Его нужду, He throws me into the trash bin. Он выбрасывает меня в помойку. And replaces me with somebody else. И заменяет меня кем-то другим. So how many of you feel you have expired here and you want God to replace you? Кто чувствует себя с истеченным сроком годности и чувствует, что Богу нужно вас заменить? Now, if you do not want God to praise you, why don't you rise to your feet and give the Lord a shout? Give Him a praise. Если ты не хочешь, чтобы Бог тебя заменил, почему бы тебе не встать на ноги и просто воскликнуть Господу, воздать Ему славу? Аллилуйя! You are warming up a little. Shout it louder, hallelujah. Еще громче аллилуйя воскричите. Shout it louder, hallelujah. Еще громче воскликните аллилуйя. Well, it's okay. Хорошо. Sit down. Садитесь. Glory to Jesus. Слава Иисусу. Father, we worship you this morning. Отец, мы поклоняемся Тебе этим утром. Father, we bless you for the privilege of being in your presence once again. Мы благодарим, Отец, за эту привилегию, что мы снова можем быть в Твоем присутствии. Father, we thank you for raising us up this morning. Господь, мы благодарим Тебя за ту причину, по которой мы здесь этим утром. We went to bed last night. Вчера вечером мы легли спать. And so many people that went to bed with us are not awake again this morning. И мы осознаем, что столько много людей, которые вчера легли спать, они утром сегодня не проснулись. They are already in the morgue right now. Such people are already in the morgue right now. Такие люди, они уже в морге. Those who couldn't wake up this morning are already in the morgue. Те, которые не проснулись сегодня утром, их уже отвезли в морг. And their funeral is being planned right now. И сейчас планируется проведение их похорон. And Father, we thank you because we are awake today, not because the police came to wake us, not because of the government, but you raised us up this morning, therefore we say thank you. И, Господь, мы благодарим Тебя, что мы пробудились сегодня, и не полиция постучалась в нашу дверь, не государство разбудило нас, но потому что Ты поднял нас сегодня. Lord, we know that without you we are nothing. Мы знаем, Господь, что без Тебя мы ничто. That is why we are saying thank you. Вот поэтому мы говорим спасибо Тебе. Thank you for the gift of life. Благодарим за дар жизни. Thank you because life is not an accident. Спасибо Тебе, Господь, потому что жизнь — это не случайность. Life is a deliberate plan from God.
Жизнь — это намеренно запланированный план от Бога. And help us, oh God, to be able to fulfill your plan. И помоги нам, Господь, осуществить Твой план. Help us to carry out your purpose. Помоги нам осуществить Твою цель. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Life is not an accident. Жизнь — это не случайность. Life is for a purpose. Для жизни есть цель. Every one of you that is alive today, you are alive for a purpose. Каждый из вас, кто сегодня в живых, он живет для цели. Life is not an accident. Жизнь — это не случайность. God designed life for a purpose. Господь основал жизнь, дал жизнь ради цели. God designed life for a purpose. Господь сотворил жизнь для цели. And everything that is on the face of this earth today is perishable. И все, что находится на поверхности нашей земли, оно все подвержено тлению. And like you and I know that every perishable has an expiry date. И ты и я, мы знаем, что все, что тленное, оно имеет свой срок годности. Every perishable product has an expiry date. Всякий тленный продукт, порчащийся продукт, он имеет срок годности. Bread has expiry date. Хлеб, он имеет также срок годности. Chicken has expiry date. Курица имеет срок годности. Human being has expiry date. И человеческое существо имеет свой срок годности. When you expire, nobody can stop you. И если ты уже истек, то никто тебе не поможет. When you stop breathing, Когда you ты expire. прекратил дышать, то все, твой срок истек. Therefore, God has a plan for every one of us. Вот поэтому у Бога есть план для каждого из нас. And life is not about you. Life is about God. И жизнь, она не о тебе, а жизнь, она о Боге. You are not here to fulfill your own plan. You are here to fulfill God's plan. И ты здесь не для того, чтобы свои планы осуществлять, но для того, чтобы осуществлять Божий план. Life is not about you. Life is about doing the will of God. И жизнь, она не крутится вокруг тебя, а жизнь, она крутится вокруг исполнения воли Божьей. And when a human being does not fulfill God's plan and purpose, И когда человеческое существо не исполняет Божий план и его цель, for the time that he or she is here, в то время, пока он или она здесь, that is a wasted life. то это зря потраченная жизнь. It doesn't matter what your achievement is. И не имеет значения, какие у тебя достижения. You may be a doctor. Может быть, ты доктор. You may be the most successful lawyer. Может быть, ты преуспевающий юрист. That is your plan. И это твой план. But have you touched God's plan for you? Но ты коснулся когда-нибудь Божьего плана для твоей жизни? Have you found out what the plan of God is for your life? Ты узнавал, в чем состоит Божий план для твоей жизни? Have you also found out why God got you saved? И ты когда-нибудь интересовался, почему вообще Бог тебя спас? You did not get born again by accident. И твое рождение, это не было случайностью. You got born again for a specific assignment. Твое рождение свыше, оно состоялось для определенного задания. I pray the Lord will help you to fulfill that assignment И in я Jesus' молюсь, чтобы Господь помог вам осуществить это задание во имя Иисуса. Say amen. Скажите аминь. Well, before I begin to preach this morning, I would like to appreciate Pastor Victor. И перед тем, как я начну проповедовать этим утром, я хочу выразить признательность пастору Виктору. I appreciate the great work that you are doing. И я очень оцениваю ту большую работу, которую вы делаете. The Lord will bring increase on the work. И пусть Господь даст умножение и рост этой работе. And the will of God shall be fulfilled in Jesus' name. И воля Божия будет исполнена во имя Иисуса.
I also thank God for your wife and all the leaders that Я are благодарю supporting you. Господа за вашу супругу и за всех ваших лидеров, которые вас поддерживают. The Lord will continue to increase His anointing and grace upon your lives in Господь Jesus' name. да, умножает, усиливает свое помазание на ваших жизнях во имя Иисуса. I also thank my very good brother, Pastor Maxim, И я также благодарю моего дорогого брата, пастора Максима, for the good job that he's also doing in за ту хорошую работу, Estonia and которую он beyond. делает в Эстонии и за ее пределами. The Lord will continue to increase you Господь продолжит умножать вас in Jesus' name. во имя Иисуса. I'm going to share with you before we stand up to pray this morning on what I title War Against Spiritual Blindness. War against spiritual Перед тем, как мы blindness. сегодня будем с вами молиться, я буду делиться с вами словом на тему «Война против духовной слепоты». War against spiritual blindness. Война против духовной слепоты. When I came into this country Когда я приехал в эту страну some couple of days ago, пару дней назад, I was able to observe that God has blessed this country greatly. я смог наблюдать, что Бог благословил эту страну невероятным образом. God has blessed this nation greatly. Господь благословил эту нацию обильно. You can see the sign of God's greatness all over the place. И можно увидеть признаки Божьего величия повсюду. You can feel the peace of God everywhere. Ты можешь чувствовать мир Божий везде. People are prospering. Люди преуспевают. There are good businesses. Вокруг много хорошего бизнеса. And by the way, you also have great restaurants. И, кстати, у вас великолепные рестораны. And you have great people who cook very well in your restaurant. И у вас замечательные повара, которые готовят еду в ресторанах. And each time we visited a restaurant, we see so many people И каждый раз, когда мы ходили в ресторан, мы видели там много-много людей, having good time. проводящих свое время хорошо. You see people in malls. Видели людей в торговых центрах. All your malls are filled up with people. Everybody, they just have something to spend. There is money to spend. Ваши торговые центры, они заполнены людьми, которые ищут что-то купить. Они хотят потратить свои деньги, у них есть деньги. Very good. Очень хорошо. Train stations filled with people. Станции, железнодорожные станции наполнены людьми. Ferries filled with people. Паромы наполнены людьми. Buses filled with people. Автобусы наполнены людьми. When I came to church, I found very few people. Но когда я пришел в церковь, я увидел очень мало людей. Too bad. Плохо. How come people love every other thing and they don't love God? Как люди могут любить все остальное, а Бога не любят? Why is it that people don't care much about God? Почему людей не заботит Бог? Is it because they have found satisfaction in some other places apart from God? Не потому ли, потому что они нашли удовлетворение в другом, нежели в Боге? And I realized that that is not in order. И я увидел, что есть непорядок. Because Jesus is coming back very soon. Потому что Иисус очень скоро вернется. And the judgment of God is also coming. И также надвигается суд Божий. God does not want anybody to die without knowing Jesus. Бог не хочет, чтобы кто-либо умер, не познав Иисуса. People who die without having a relationship with Jesus go to hell. Люди, которые не познали Бога и не были в отношениях с Ним, они пойдут в ад. Hell is not a place for holiday. Ад — это не место, чтобы проводить каникулы. Don't be deceived. Hell is not a thing that you have in your house when you have a troublesome wife. И имейте в виду, что ад — это не ситуация в твоем доме, когда у тебя проблемы с женой.
Hell is not what you describe when you say that my husband is troublesome. That is not hell. Hell is hotter than your bad husband. И не говори мне, что ад это когда у тебя проблемы с мужем. Ад это намного тяжелее, намного серьезнее. Hell is hotter than a bad wife. Ад он намного горячее, чем плохая жена. There is no vacation in hell. И никаких выходных отпусков в аду нет. People who go to hell, they are going to live in hell for billions of years. Люди, которые отправляются в ад, они будут там находиться миллиарды лет. Hell is real fire. Ад это настоящий огонь. And it burns, and unfortunately, people don't die in hell, they just keep burning. И он обжигает людей, и к несчастью люди от этого не умирают, а они продолжают жить в этом огне. Jesus came to deliver us from hell so that we don't go to hell. Иисус пришел, чтобы избавить нас от ада, чтобы мы не отправились туда. And those who do not know Jesus, if they die without knowing Jesus, they are on their way to hell. И те, которые умрут и не познают Иисуса, они на пути в ад. But I am here this morning Но я здесь этим утром, to announce to you that we have a responsibility as Christians. Чтобы анонсировать и донести до вас, что на нас, как на христианах, есть ответственность. It is wicked, it is evil when we allow people to just go to hell. Вы знаете, это вообще нечестиво, когда мы просто так смотрим, и люди спокойно идут в ад. So we are going to go to the book of 2 Corinthians chapter 4 this morning. Давайте откроем 2 Коринфянам 4 главу. Now, if you are sitting where you will not be able to see your Bible, why don't you migrate to where you will be able to see your Bible? Если ты сидишь в тени и тебе не видно, что написано в Библии, почему бы тебе не подвинуться к свету? Don't be comfortable in darkness. Не надо привыкать к тьме. Darkness is not for children of God. Тьма это не среда для детей Божьих. Darkness is for the devil. Тьма это среда дьявола. So 2 Corinthians chapter 4. 2 Коринфянам 4 глава. We are going to read there from verse 1. И мы будем читать с 1 стиха. Apostle Paul says, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Апостол Павел говорит: посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Now take a look at that verse 1. Посмотрите внимательно на 1 стих. Paul says, we have this ministry. Павел говорит здесь, что мы имеем такое служение. Now, he's not talking about what we are going to have, he's talking about what we already have. И он не говорит о том, что у нас будет что-то, но он говорит, что у нас уже есть что-то. Now, Paul did not say, I have this ministry, but he said, we have this ministry. И Павел не говорит, что я имею такое служение, а он говорит, мы имеем такое служение. Now, every child of God that is filled with the Spirit of God has a ministry. Всякий дитя Божие, который исполнен Духом Святым, он имеет служение. I mean, every child of God that has given his or her life to Jesus has a ministry. Всякое дитя Божие, которое отдало свою жизнь Богу, имеет служение. Your ministry is God's assignment for you. И твое служение – это Божье задание для тебя. Your ministry is God's responsibility for you. И твое служение – это твоя ответственность. Your ministry is your calling. Твое служение – это твое призвание. Your ministry is why you are here on earth. И твое служение – это причина, почему ты здесь, на земле. You look the way you look because that is what suits your ministry. И то, как ты выглядишь, и то, кем ты являешься, это соответствует твоему служению. You talk the way you talk because that is what suits your ministry.
И то, как ты говоришь, это также отвечает твоему служению. The intelligence you have is because of the ministry that God gave you. И твой интеллект, он также существует из-за служения, которое Бог дал тебе. You are where you are today because of the ministry God gave you. И ты находишься там, где ты находишься, и это также благодаря тому служению, которое Бог тебе дал. So don't see yourself as an accident. God has a ministry for you. Поэтому не рассматривай себя как какая-то случайность. У Бога есть служение. So Paul says here we have this ministry. И Павел говорит здесь, что мы имеем такое служение. As we have received mercy, we faint not. И по милости Божией мы не унываем. Now, Paul is talking about fainting. Fainting there talks about quitting or giving up. И о чем здесь Павел говорит? Что это за уныние? Унываешь это тогда, когда ты бросаешь. So the question is, what happened? How can somebody give up or how can somebody quit doing what God called him to do? И вопрос в том, как кто-то может бросить или прекратить исполнять то задание, которое Господь дал ему. Well, thank God Paul made a statement here. He said, we faint not. Но слава Богу, что Павел делает здесь такое утверждение, что мы не унываем. In other words, we refuse to quit. Другими словами, мы отказываемся останавливаться, бросать. We refuse to give up. Мы отказываемся прекращать. Now, what was it that made Paul to want to give up? Какие факторы были у Павла, которые побуждали его, чтобы он бросил? What was it that mounted so much pressure on Paul and he felt like giving up, but he refused to give up? И что оказывало на него такое давление, что у него было такое чувство, что вот-вот и он прекратит, но он отказался прекращать. Because there was a threat against his ministry. Потому что против его служения была угроза. His ministry faced challenges. В его служении были вызовы. Now, let's take a look at the challenge that came against the ministry of Paul in verse 3. Давайте посмотрим в 3 стихе, что это вызов, который был в служении Павла. It says, but if our gospel be hidden, it is hidden from them that are lost. Здесь написано, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Jesus Christ, who is the image of God, should shine into them. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. According to verse 1, Paul says we have a ministry. Согласно 1 стиху, Павел говорит, что у нас есть служение. In other words, we have an assignment to the people. Другими словами, у нас есть задание работать с людьми. What was Paul's assignment to the people? И какое же было задание, которое касалось людей? His assignment was to preach the gospel to the lost. И это задание заключалось в том, что он должен был проповедовать Евангелие погибающим. His assignment was to preach the good news to those who were lost. Его заданием было благовествовать погибающим. His ministry was to preach the gospel to those who do not know Jesus. Его служением было проповедование Евангелия тем, которые не знали Иисуса. And in order for them that do not know Jesus to be able to know Jesus, they have to hear the gospel. И чтобы они, не знающие Иисуса, узнали Иисуса, им нужно было проповедовать Евангелие. Because Jesus brought, He was the one that came to redeem, He came to restore, He came to rescue us from hell, from death,
from destruction. Потому что Иисус пришел, и Он, чтобы искупить нас, чтобы восстановить, чтобы спасти нас от ада, от разрушения и от всякой пагубы. So without the gospel, the lost cannot be saved. Поэтому без Евангелия погибающие, они не могут быть спасены. So Apostle Paul came to preach the gospel to the lost. Поэтому апостол Павел пришел, чтобы проповедовать Евангелие погибающим. But the devil was fighting so hard to keep the people away from hearing the gospel. Но дьявол жестоко сопротивлялся, чтобы удержать людей от того, чтобы они не принимали благовествование. Because anytime the devil hears the gospel, the devil is threatened. Потому что всякий раз, когда звучит Евангелие, это предоставляет угрозу дьяволу. The gospel is a threat to Satan. Евангелие – это угроза для сатаны. Because the devil is the author of bad news. Потому что дьявол, он автор плохих новостей, плохой вести. How many of you know that in the secular journalism, it is bad news that makes news? Знаете, в светской журналистике именно плохие новости, они и есть новости. CNN, ABC, XYZ, XYZ, all those news agencies, все эти новостные агентства, internet, интернет, Facebook, face down, лицом вниз, face down, bad news everywhere. везде плохие новости. Bad news is good news to them. Знаете, плохие новости для них хорошие новости. They love bad news. Им нравятся плохие новости. Volcano news, storm news, Вулканические новости, штормовые новости. 24 people shot dead. Новости о 24, которые были застрелены. That is good news to them. И это хорошие новости для них. But good news from the church Но хорошие новости от церкви, is that the sick can be healed. что больные могут быть исцелены. The good news from Jesus is that if you are sick, you can be healed. И хорошие новости от Иисуса, что если ты болен, то ты можешь исцелиться. If you are poor, you can be rich. Если ты бедный, то ты можешь быть богатым. Because Apostle Paul referred to the gospel in Romans chapter 1 verse 16. He said the gospel is the power of God unto salvation. Потому что апостол Павел говорит, Римлянам 1 глава 16 стих, что Евангелие есть сила к спасению. Now, the gospel does not have power, but the gospel is the power. Евангелие, оно не имеет силы, но оно есть сила. Because if you say the gospel has power, that means someday the gospel may lose power. But listen, the gospel is the power of God. Потому что если ты говоришь, что Евангелие имеет силу, это может означать, что однажды оно потеряет силу. Поэтому Евангелие, оно есть сила. So if there is any community, any society that needs God, what they need is the gospel. И поэтому, если какое-то общество, если какой-то регион нуждается в силе, то ему нужно Евангелие. God does not have any power to rescue anybody apart from the power of the gospel. И у Бога нет другой силы, чтобы спасать людей, кроме силы, которая есть Евангелие. God can only help any family through the listening and the preaching of the gospel. И Бог может помочь семьям только лишь через слышание и через проповедь Евангелия. It is the gospel that makes the drunk sober. Это Евангелие делает пьяных, нетрезвых людей трезвыми. Drug addicts can only be set free by the power of Оно исцеляет больных. It set the captives free. Оно освобождает пленников. The devil binds the people. Дьявол связывает людей. But Jesus frees people through the power of the gospel. Но Иисус освобождает людей через силу Евангелия. I said the devil binds people. Я сказал, что дьявол связывает людей. He keeps them in captivity.
Он держит их в плену. He keeps them in prison. Он держит их в тюрьме. Prison to drugs. В наркотической тюрьме. You need to know how much the government spend on yearly basis to rehabilitate drug addicts. Вам стоит узнать, сколько правительство тратит ежемесячно на реабилитацию наркомана. You need to know how much the government spend on yearly basis to sustain people who are sick with one disease or affliction or the other. Вам стоит узнать, сколько денег тратит правительство, чтобы помогать тому или иному больному человеку. Because the devil came to steal, to kill, and to destroy. Потому что дьявол пришел украсть, убить и погубить. And we shouldn't give the devil any chance in the name of Jesus. И нам не нужно давать место дьяволу во имя Иисуса. Take a look at the book of Isaiah. Посмотрите, пророк Исаия. Isaiah chapter 14. 14 глава. Let us see how the devil binds people. Давайте посмотрим, как дьявол связывает людей. Isaiah 14. Исаия 14 глава. From verse 12. С 12 стиха. The Bible gave a description of the operation of the devil here when he used to be Lucifer, but when he rebelled in heaven, he wanted to overthrow God, and he was cast down to the earth. That was when he became Satan. То есть Библия показывает нам, как все произошло, потому что дьявол, он был однажды Люцифером, но потом он восстал против Бога, и Бог низвел его с неба, и он стал после этого сатаною. Now in verse 12 it says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations?" Тут написано в 12 стихе: «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попирающие народы». Did you see how the Bible described the devil there? Посмотрите, как Библия здесь описывает дьявола. The Bible says he's been cast to the ground, that is, he's here on the earth. То есть тут написано, что он упал с неба, значит, он здесь на земле. And what does the devil do? То есть разбился о землю. Что делает дьявол? The Bible says he weakens the nations. Библия говорит, что он попирает народы. He weakens the nation. То есть он ослабляет народы. It brings nations down. То есть он просто не сводит народы. You and I know how many nations are down today economically. Вот и я, мы знаем, сколько много народов сейчас в экономическом кризисе. We listen to the news. Послушайте новости. We listen to the news. Мы слышим в новостях. We know how money has failed and continue to fail. Мы видим, как деньги, они не помогают, и они продолжают не помогать. Big businesses are packing up. И крупный бизнес, он закрывается. They need bailouts to survive. То есть им нужны всевозможные кредиты, чтобы выживать. They need government bailouts to survive. Им нужны правительственные дотации, чтобы выживать. And people did not know that it is not mere economic problem, it is satanic invasion. И люди, они думают, что это простая экономическая проблема. Они не знают, что это сатанинское вторжение. The Bible says he weakens the nations. Библия говорит, что он ослабляет народы. That means a nation that used to be strong, the devil begin to weaken their foundation. Это означает, что народ, который был сильным, дьявол начинает ослаблять его основания. He weakens nation with hard drugs. То есть он ослабляет народы через наркоманию, immorality, через аморальность, sin, через грех, destruction, через разрушение, terrible crisis. через ужасные кризисы. And verse 13 says, И 13 стих здесь говорит: "For you have said in your heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе,
сонме богов на краю севера. Now all this was the devil's ambition То есть when he was still Lucifer. То есть все это было амбициями дьявола еще тогда, когда он был Люцифером. Verse 14 says, I will ascend above the heights of the cloud, and I will be like the Most High. Взойду на высоты облачные, 14 стих, буду подобен Всевышнему. Now this is the devil's ambition. He wanted to be like the Most High. То есть это было амбицией дьявола, он хотел быть как Всевышний. Verse 15, 15 стих. Yea, thou shalt be brought down to hell, Но ты низвержен в ад, to the sides of the pit. в глубины преисподней. Listen, ladies and gentlemen. Послушайте, дамы и господа. There is one thing God cannot tolerate. То есть есть одна вещь, которую Бог не будет терпеть. It is called rebellion. Это называется бунт. Insubordination. Несубординация. God does not tolerate rebellion. То есть Бог не будет терпеть бунт. It does not tolerate insubordination. То есть Он не будет терпеть несубординацию. Lucifer was the archangel in charge of worship in heaven. Люцифер был архангелом, который занимался поклонением на небесах. He enjoyed a lot of glory. То есть он наслаждался обилием славы. God gave him a lot of privileges. Бог дал ему много привилегий. Lucifer was so beautiful that he didn't need makeup. Люцифер был настолько симпатичным, что ему не нужно было пользоваться косметикой. He didn't need any makeup. Ему не нужна была никакая косметика. He was so beautiful. Он был таким прекрасным. Lucifer did not need keyboard. Ему не нужен был He синтезатор. didn't need drum sets to make music. Ему не нужны были барабаны, чтобы творить музыку. He was so blessed that music was coming out of his body. Он был так благословлен, потому что музыка, она исходила из его тела. Music comes out of his body. Музыка исходила из его тела. He was the head of the choir. То есть он был главой хора. He was so blessed. Он был так благословен. And pride got into his head. И гордость забралась ему в голову. He said, I want to be like the Most High God. О, я хочу быть как Всевышний Бог. And he began to promote himself. И он начал продвигать себя. He began to lift himself. Он начал поднимать себя. But the Bible says, humble yourself under the mighty hand of God. Но Библия говорит, что смири себя под крепкую руку Божию. But Lucifer refused to humble himself. Но Люцифер отказывался смирять себя. And God placed his hand over Lucifer's head. И он положил свою руку на голову Люцифера. Don't forget the Bible called it mighty hand. Не забудьте, что Божья рука называется могущественная рука. So as he was lifting himself, То есть он поднимал себя. Lucifer lifted himself. Люцифер поднимал себя. And he hit the hand. И стукнулся о руку. He hit the hand of God. Он стукнулся о руку Божию. And that hand brought him down. Boom. И та рука низвела его вниз. And he fell. И он упал. And when he fell, И когда он упал, he fell to the earth, он упал на землю. where you and I live. Туда, где ты и я, мы живем. The devil has been living here before your grandfather was born. Дьявол уже здесь жил даже до того, как твой дедушка появился на свет. He knew everywhere on the earth more than you do. И он лучше ориентируется по земле, на земле, чем ты. The devil does not need airplane to fly from Nigeria to Finland. И дьяволу не нужен самолет, чтобы лететь из Нигерии в Финляндию. He does not need ferry to move from Tallinn to Finland. Ему не нужен паром, чтобы передвигаться из Таллина в Финляндию. He has his ambassadors all over the place. They are called demons. У него послы по всему миру, и их именуют демонами.
They are called demons, Их именуют демонами. principalities and powers, Власти и начальства. rulers of the darkness of this world. Правители тьмы, мироправители тьмы века сего. The devil is having his agent, he's having the demons representing him everywhere. У дьявола есть свои агенты, которые представляют его повсюду. But I want to show you what the Bible says about him in that verse 16 and Но 17. я хочу показать вам, что Библия говорит в 15-16 стихе этой же главы здесь. It says, they that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, is this the man that made the earth to tremble and did shake the kingdoms? Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? That means that what the Bible is saying is here is this, that day of judgment. Что здесь имеется в виду? Что в день суда. I mean, when we have the opportunity of being around the throne with the Father, when the judgment is taking place. Когда у нас будет такая возможность, мы соберемся вокруг престола Отца, когда будет проходить суд. He said you will look at the devil on the floor, you look at him and say, you mean this tiny little thing has been the one causing trouble all over the world? This thing? И ты будешь смотреть там наверху и на пол, и ты будешь говорить, вот это маленькая штучка, вот этот карлик, вот это вот столько потрясал землю. Is it this thing that caused the whole world to tremble and shook kingdoms? Это то, что потрясало землю и ослабляло народы. Is it this little thing that made the whole of Syria to be like wilderness right now? И этот карлик превратил целую страну, Сирию, в пустыню. Is it this little thing that is causing crisis all over Iraq, all over Libya, and everywhere looks so deserted? Этот маленький карлик навел столько бедствия в Ираке, в Ливии и везде, куда бы он ни сувался. Is it this ugly thing that is behind divorce, behind drug addiction, behind trouble? This thing? Неужели это убожище, оно стояло за разводами, за наркоманией и за всякого рода бедствиями? Look at verse 17. Посмотрите 17 стих. It says that made the world as wilderness. Смотрите, вселенную сделал пустынью And destroyed the cities thereof. и разрушал города ее. Look at it. The Bible says it is the devil that destroys cities. Посмотрите, Библия говорит, что дьявол разрушал города. And the final thing, what he in devil's arsenal is this. И последнее, что было в арсенале у дьявола, It says he opened not the house of his prisoners. тут написано, что и пленников своих не отпускал домой. This is interesting. И это интересно. The devil does not open the prison door to those he had kept in prison. Дьявол не открывал двери темницы для тех, которых он держал в качестве пленников. I need your attention. Look at my face. Посмотрите на мое лицо. Мне нужно ваше внимание. Can you see my face? Вы лицо мое видите? I need to deliver this so that you will be able to receive it. Мне нужно доставить это так, чтобы вы могли это принять. Once the devil grabs somebody Однажды, когда дьявол схватил кого-то, and throw that person into jail, into prison, и когда он бросил того человека в темницу, в тюрьму, he does not open the doors. он не открывал дверей. The devil does not free anybody by choice. Дьявол никого не освобождает по своему выбору, желанию. Men and women that the devil had held captive in drug, today the devil will not free them. То есть мужчин и женщин, которых дьявол держит в наркотической зависимости, дьявол по своей воле не отпустит.
Once the devil breaks a marriage, the marriage is broken forever. И если дьявол разрушает брак, то брак разрушен навеки. Any mind that the devil messed up is messed up forever. И если он нарушает, повреждает разум кого-то, он повреждает его навеки. That is his plan. И это его план. Once he threw somebody into jail, he does not remember where he keeps the key. He throws the key into Baltic Sea. И если дьявол кого-то поместил в камеру и закрыл дверь, то он не может отпустить его, потому что он не помнит, где он положил ключ. Он бросил ключ в Балтийское море. That means the devil rejoices to see people in bondage. Это означает, что дьяволу нравится, он наслаждается, когда он видит людей в рабстве. The devil is happy to see people, to see marriages break. Дьявол просто счастлив, когда он видит, как семьи разваливаются. The devil is glad to see people not come to Jesus. Дьявол радуется, когда люди не приходят к Иисусу. The devil is glad when he sees that people don't listen to the gospel. Дьявол радуется, когда люди не слушают Евангелие. But are we now going to leave the people the devil has kept in jail? Are we going to leave them in that jail? А мы, интересно, мы оставим тех людей сидеть в темнице, тех людей, которых дьявол посадил туда? No, we have a responsibility. Нет, на нас лежит I ответственность. said we have a responsibility. Я сказал, на нас лежит ответственность. Isaiah chapter 42, let us see the mission, the assignment, Давайте Исайя 42 глава the посмотрим responsibility of God's children. миссию, ответственность Божьих детей. Isaiah 42. Исайя 42 глава. We will read in verse 6. И мы будем читать в 6 стихе. It says, I, the Lord, have called you in righteousness, «Я, Господь, призвал тебя в правду, and I will hold your hand, и буду держать тебя за руку, and I will keep you, и хранить тебя, and give you for a covenant of the people, и поставлю тебя в завет для народа, for a light to the Gentiles, во свет для язычников, to open the blind eyes, чтобы открыть глаза слепых, to bring out the prisoners чтобы узников вывести from the prison. из заключения». Did you see that? Вы видите здесь? Who keeps people in prison? Кто держит людей в заключении? You have to answer me. Who keeps people in Отвечайте prison? мне. Кто? Who keeps people in prison? I want to hear everybody. Я хочу, чтобы все сказали. Who keeps people in prison? Satan. Who frees people from prison? Кто освобождает людей из заключения? Who delivers people from prison? Кто избавляет людей из заключения? Jesus. Who? Jesus. No, it's you. Нет, это вы. Look at it again. Посмотрите снова. Look at it again. Посмотрите снова. It says, verse 6, I, the Lord, have called you «Я, Господь, призвал тебя in righteousness, в правду, and I will hold your hand, и буду держать тебя за руку, and I will keep you, и хранить тебя, and I will give you for a covenant of the people. и поставлю тебя в завет для народа, You shall be a light of the Gentiles, во свет для язычников, to open the blind eyes. чтобы открыть глаза слепых». God saved you so that you can open the blind eyes. Бог спас тебя, чтобы ты мог открывать глаза слепых. You became a Christian so you can carry the power of God and open the blind eyes. Ты стал христианином, чтобы ты мог нести силу Божию и открывать глаза слепым. He says to bring out of the prison the prisoners. И он говорит здесь, чтобы и узников вывести из заключения. And them that sit in darkness out of the prison house. И сидящих во тьме из темницы. Ladies and gentlemen, Дамы и господа, unfortunately today, к сожалению, сегодня so many of us are thinking it is Jesus' responsibility to free people from addiction. многие думают так, что это ответственность Иисуса освобождать людей, избавлять их от зависимости.
So many of us think it is Jesus' responsibility to restore marriages. Столько много людей думают, что это ответственность Иисуса, чтобы восстанавливать семьи. So many of us think it is Jesus' responsibility to go to the streets and witness to the lost and bring them to church. Столько много из нас думает, что вот пусть Иисус идет и сам по улицам свидетельствует и спасает погибающих. You expect Jesus to go to the pubs to go and bring people to your church. Вы, может быть, ожидаете, что Иисус пойдет в пабы, и Он там будет привлекать людей и приводить их сюда в церковь? No, sir. Нет. It doesn't work like that. Так это не работает. Because if you check Acts chapter 12, Потому что если ты проверишь Деяния, 12 глава, one of the apostles of Jesus was arrested by Herod. один из апостолов, You don't have to turn there. I'm speaking, just translate it. один из апостолов Иисуса, он был арестован Иродом. James was grabbed by Herod and James was slammed into jail. Якова схватили и посадили в заключение. And after some time, Herod killed James, an apostle of God. И через некоторое время Ирод убил Якова и других апостолов. Jesus did not come down to rescue James. И Иисус не спустился с небес, чтобы спасти Якова. And the devil was happy. И дьявол был счастливый. He made them arrest Peter. И получилось так, что они пошли дальше и арестовали Петра. And Herod took Peter again, puts Peter in jail. И дьявол взял и Петра тоже заключил в темницу. And he was waiting after Easter to kill Peter the way he killed James. И они ждали, когда пройдут пасхальные праздники, чтобы убить Петра так же, как они убили Якова. And the church woke up. А церковь проснулась. And the church says, never again. И церковь сказала, такого больше не произойдет. The church said, no, we won't take this anymore. И церковь сказала, мы этого больше не потерпим. And the Bible says the church began to pray without ceasing. И Библия говорит, что церковь стала непрестанно молиться. The church began to pray non-stop. Церковь стала молиться нон-стоп. The church began to pray aggressively. Церковь стала молиться агрессивно. And the Bible says when the church prayed, an angel came down. И Библия говорит, что когда церковь молилась, и ангел пришел. And the angel went to the jail where Peter was and led him out through the gates, and the gates opened on their own accord. Hallelujah. Ангел пришел в тюрьму, и он освободил Петра, открывая двери темницы, и он вышел на свободу. Аллилуйя. If the church had refused to pray the same way James was killed, Peter would have been killed. Если бы церковь отказалась молиться, то Петр был бы убит таким же образом, как и Яков. Ladies and gentlemen, you are here to open the prison doors. Дамы и господа, вы здесь для того, чтобы открывать двери темниц. God has given you power to free the prisoners. Бог дал вам силу, чтобы освобождать заключенных. He has given you power to open the eyes of the blind. Он дал вам силу, чтобы вы открывали глаза слепых. He has given you power to make the sick heal. Он дал вам силу, чтобы исцелять больных. That is your И ministry. это ваше служение. That is your ministry. Это ваше служение. And this is why the devil is fighting the gospel. И вот поэтому дьявол, он борется с Евангелием. And he wants to hinder people from receiving the gospel. И он хочет препятствовать, чтобы люди не принимали благовествование. So many people are held hostage in drugs this morning. Столько много людей на сегодняшнее утро в заложниках наркозависимости. And God says, I am sending you to free them. И Бог говорит, я посылаю тебя, чтобы ты освободил их. Those sick this morning, God is saying, I am sending you so they can be И healed. относительно тех больных на это утро Бог говорит, я посылаю тебя, чтобы ты их исцелил. How many of you will want those precious souls to go to hell? Кто из вас хочет, чтобы те драгоценные души отправились в ад? You want them to go to hell? Вы хотите, чтобы они отправились в ад? Nobody is answering me. Все молчат. You want people to go to hell? Вы хотите, чтобы люди шли в ад? You don't want them. Не хотите. You want people to die in jail? Вы хотите, чтобы они в темнице умирали? Then you have a work to do.
Значит, у вас есть работа, которую нужно делать. You have a work to do. У вас есть работа, которую вы должны делать. You have a work to do. У вас есть работа, которую вы должны делать. Now, when Peter was in jail, Когда Петр был в темнице, the Bible did not say that it's only the pastor that prayed. Библия не говорит, что там только пастор один молился. The Bible says the church prayed. В Библии написано, что церковь молилась. Who are the church? А кто такой церковь? Pastor and his wife and his 3 children? Пастор, его супруга, 3 детей? No, sir. Нет. You, all of us together are the church. И мы все вместе, мы церковь. If we do not pray together, people will rot in jail. Если мы не будем молиться вместе, то люди будут гнить в темнице. If we don't pray together, people will not come to know Jesus. Если мы не будем молиться вместе, то люди не придут и не познают Иисуса. If you don't pray together, people will continue to die of cancer. Если мы не будем молиться вместе, то люди будут продолжать умирать от рака. Cancer is more than a health issue. It is the devil that came to steal, to kill, and to destroy. And he uses various means to carry it out. И рак это не просто какая-то болезнь, но это за этим стоит дьявол, который пришел украсть, убить и погубить. И у него есть множество различных способов это делать. Are you catching something here this morning, or should I shut up? Вы сегодня что-то принимаете этим утром или мне уйти? Just tell me to shut up and I'll put the mic. Скажите мне уйти, и я положу микрофон. Continue. Should I? Да, на самом деле. I want to hear from here. Хочу также здесь услышать. Should I continue or shut up? Мне продолжить или замолчать? Good. Isaiah 62. Исайя 62 глава. From verse 1. С 1 стиха. It says, for Zion's sake will I not hold my peace. Тут написано, не умолкну ради Сиона. For Jerusalem's sake I will not rest. И ради Иерусалима не успокоюсь. Until the righteousness therefore go forth as brightness. Доколе не взойдет, как свет, правда его. And the salvation thereof as a lamp that burns. И спасение его, как горящий светильник. At this time, listen, ladies and gentlemen, Jerusalem was still under bondage. Заметьте, дамы и господа, вот в то время, которое здесь описывается, Иерусалим был еще в плену. Jerusalem was under oppression from the enemy. Враги давили на Иерусалим. And God says, because Jerusalem is in bondage, I will not rest. И Бог говорит, что так как Иерусалим находится под давлением, я не успокоюсь. God says, as long as Jerusalem is still in prison, I will not rest. И Библия, и Бог говорит, что пока Иерусалим в темнице, я не успокоюсь. Verse 2 says, and the Gentiles shall see thy righteousness. И 2 стих, тут написано, и увидят народы. And all the kings thy glory. Правду твою и все цари славу твою. And thou shalt be called by a new name. И назовут тебя новым именем. Which the mouth of the Lord shall call you. Которое нарекут уста Господа. Thou shalt also be a crown of glory. И будешь венцом славы в руке Господа. In the hand of the Lord. В руке Господа. And a royal diadem in the hand of thy God. И царскую диадему на длани Бога твоего. And look at verse 4. И посмотрите 4 стих. Thou shalt no more be termed forsaken. Не будут уже называть тебя оставленным. Neither shall your land anymore be termed desolate. И землю твою не будут более называть пустыней. This is a terrible crisis, ladies and gentlemen. Это ужасный кризис, дамы и господа. The enemies invaded Jerusalem and they took over everything. Враги, они завоевали Иерусалим, взяли все. Jerusalem became so empty. Иерусалим опустел. Impoverished. Нищета была повсюду. The Bible calls it forsaken. И Библия он называется оставленным. That means everywhere became dry.
То есть это означает, что везде все высохло. Like the church of God this morning is so dry. Как церковь сегодняшнего времени, такая сухая. So many churches are dry. Столько много церквей сухих. Churches where you have so many people, they are only listening to dead message from a dead preacher. И люди, в которых мало людей, они слушают мертвое послание от мертвого проповедника. Because not so many churches are strong enough to be able to challenge the devil. Потому что не так много церквей смелы достаточно, чтобы бросать дьяволу вызов. Now see what the scripture says. И посмотрите, что говорит Писание. Verse 6. 6 стих. In order for desolation to be dealt with, dryness to be dealt with, God says, I have set watchmen upon your walls, O Jerusalem. И смотрите, на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, I ни have ночью. set watchmen upon your walls. In other words, I have set prayerful men around your wall. И другими словами, он поставил сторожей, он поставил людей, молящихся, He said, they shall never hold their peace day nor night. которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. You that make mention of the Lord, do not keep silent. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Now, some people say, well, in our church, we don't pray loud prayer, we pray silent prayer because we have heart problems. В некоторых церквях говорят так: мы не молимся громкими молитвами, потому что у нас, у людей, есть проблема с сердцем. Listen. Послушайте. Silent prayer cannot handle the devil. Тихая молитва, она будет нечувствительна для дьявола. Silent prayer cannot handle the devil. Ты не сможешь разобраться посредством тихой, вялой молитвы. God says, because Jerusalem И Бог говорит, так как Иерусалим is in bondage, в плену, even me, God, I will not rest and I will not be silent. и Бог говорит, даже я сам, я не успокоюсь, я не умолкну. And he said, I am now positioning prayerful men round about the walls of Jerusalem, and they should not be silent. И он говорит, и вот я помещаю на стены твои, Иерусалим, молящихся людей, которые не умолкнут. He said, they should not be silent. И там написано, что они не будут умолкать. They should not be silent. А которые не будут умолкать. I am here this morning to knock down your theology. Сегодня я этим утром здесь, чтобы перевернуть вашу теологию. Whoever taught you that when you are praying and you are dealing with the devil, you should do it silently. Кто-то, наверное, думал так, что если разбираешься с дьяволом, то и молишься, то надо так тихонечко молиться. They have not taught you Bible. Если так вас учили, то вам не преподавали Библию. They have just made attempts to kill you spiritually. С их стороны это была попытка погубить вас духовно. No wonder you are not getting results. И неудивительно, что у вас нет результатов. Have you ever seen? Now, some of you are mothers here. You have had babies before. То есть у кого-то из вас, да, есть такие, у которых были дети. Now, the baby, you've been pregnant for 9 months and the baby is coming. То есть, значит, вы были 9 месяцев беременными, и вот ребенок появляется. Now, how many of you know that labor can be painful? I've never been pregnant, God knows, and you too, you should believe that. И потом начинаются схватки, и это происходит через боль рождения. But labor can be painful. Я, конечно, этого не знаю, не познал, но я знаю, что схватки это больно. Those words are too many to describe pain. I've seen my wife pregnant and deliver babies. То есть я видел, как моя жена была беременная, как она рожала. Labor is painful. И роды, они болезненные. I've never seen her in labor and she's applying makeup. Знаете, я не видел, что во время родов она макияж наводит. No,
that is not labor. Знаете, это That is pretense. это что-то с салона, это какой-то салон красоты. When a woman is in labor, she does not look at mirror. Когда женщина рожает, она не смотрит на себя в зеркало. She does not even know how she looks like anymore. Она даже уже, наверное, не знает, как она выглядит. She just wants to discharge the load anyhow. Она хочет разрешиться. This moment she feels, the next moment, my back. Один момент здесь, потом другой момент спина. Labor is not fun. И роды это не веселье. Because a new life is coming. Потому что новая жизнь A new life is появляется. coming. Новая жизнь выходит. And that is the only way that new life will come, through pain. И это единственный способ, как выйдет эта новая жизнь, через боль. There are so many lives going on the street today who don't know Jesus, and they must be in the kingdom of God. И столько много жизней, которые проходят там мимо по улице, не знают Иисуса, а они должны прийти в Царство. So many lives in the devil's prison, and they must come into the kingdom of God. Столько много жизней в темницу дьявола, они должны прийти в Царство Божие. Ladies and gentlemen, the only way new things happen in the kingdom of God is through prayer. Дамы и господа, новое происходящее в Царстве Божьем, оно происходит только через молитву. If you want new souls to come to Jesus in this church, you must give back to them through your womb of prayer. И если ты хочешь, чтобы новые люди пришли сюда в церковь, то ты должен, они должны родиться через твою молитвенную утробу. If you want miracles in this church, you must give back to miracles through the womb of intercession. Если ты хочешь, чтобы в церкви происходили чудеса, то эти чудеса должны родиться через молитвенную утробу, ходатайство. The only womb through which new things come to life in the kingdom of God is the womb of intercession. Единственная утроба, через которую будут появляться новые в Царство Божие, это молитва ходатайства, это утроба ходатайства. So don't keep silent. Поэтому не умолкайте. Don't keep silent. Не умолкайте. Silence is dangerous. Тишина, она опасна. Because people will not come to know Jesus if we are silent. Потому что люди не придут и не познают Иисуса, если мы будем умолкать. I'll take you to Romans chapter 15 as we round off. И в заключении посмотрим Римлянам Romans 15. 15 глава. Romans 15. Римлянам 15 глава. Verse 29. 29 стих. This is Apostle Paul. Это здесь апостол Павел. He had a ministry. У него было He служение, had an assignment. у него было задание. And listen to what he says. И посмотрите, что он здесь говорит. He says, and I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Listen to that. Послушайте. Paul knew he had a ministry. Павел знал, что у него было He служение. knew he had an assignment. Он знал, что у него было задание. He also knew the people he was sent to. И он также знал тех людей, кому он был послан. So the message Paul had for them was in the gospel. И поэтому то послание, которое имелось у Павла для них, это было Евангелие. The blessings that God had for those people was in the gospel. И благословение, которое Бог имел для тех людей, это было в Евангелии. Therefore Paul says, when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel. И Павел здесь говорит, что я уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. That means I am not coming empty. Это означает, я не прихожу пустым. I am not coming to be a burden. Я не прихожу, чтобы обременять вас. I am coming with the fullness of the blessings of the gospel. Я прихожу наполненный благословениями Евангелия. Well, look at verse 30. Смотрите, 30 стих. He says, now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me.
Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Listen, he had full blessing of the gospel to deliver. То есть у него была полнота благовествования, которое он должен был донести. But he knew the people is taking the blessing to may not be ready for it. Но он знал, что люди, к которым он идет, чтобы нести благовествование, они могут быть не готовы. So he began to send to the church in Rome. He said, "Pray for me, strive in prayer for me." И он стал посылать весточки в церковь в Рим. Молитесь со мной. Strive in prayer for me. Подвязайтесь со мною в молитвах. Sorry, may I ask one question? Я хочу спросить у вас один вопрос. How did that word strive? How was it described there? Literally. Join me. Join me. Join me. This is not King James. It can't be King James. It is too soft. It is too soft. Это не короля Якова. King James says, strive with me in prayer. To strive means to agonize. То есть в короле Якова там написано, что погрузись в борение, да? To agonize. То есть это как агония. To labor. Ты не трудишься, а утруждаешься. To travail. Ты начинаешь протискиваться. To be passionate in prayer. То есть ты страстный в молитве. To be fervent in prayer. Ты горячий в молитве. Ladies and gentlemen, дамы и господа. Why did Paul call for this kind of prayer? Why didn't he ask for simple prayer? Почему Павел призвал людей вот именно к такой молитве, а не просто к такой простой молитве? This is the reason in verse 31. We are going to be closing very soon. И 31 стих объясняет это. He says that I may be delivered from them that do not believe in Judea. Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее. That is number one reason why Paul called for prayer. Это причина номер один, почему Павел призвал к молитве. So that I can be delivered from those who don't believe God. Чтобы я был избавлен от тех, которые не верят в Бога. Number two. И второе. And that my service, и чтобы служение мое, which I have for Jerusalem, may be accepted. Для Иерусалима было благоприятно святым, было принято. I have assignment for the people, but please pray for me so that the people I was sent to will receive me. У меня есть задание, но молитесь, чтобы люди, которым я имею это задание, приняли меня. Man of God, can you see now that ministry is not for babies? Поэтому, муж Божий, ты видишь, что служение это не для младенцев. You may have good intention and good plan for the people, but you need people to pray with you so that the people you were called to bless will receive the blessing. И поэтому ты должен иметь людей, которые будут подвязываться с тобой в молитве, чтобы люди, которым уготовано благословение, приняли это благословение. It is frustrating to have something for somebody and the person is not receiving it. И знаете, это так расстраивает и разочаровывает, когда ты что-то имеешь для человека, а человек это не принимает. Paul said, pray for me that I may be delivered from unbelievers who don't know Jesus, number one. Pray for me that what I have for the people will also be received. И Павел говорит, что подвязайтесь со мной в молитве, чтобы избавиться мне от тех, которые не верят во Христа, и чтобы то, что я имею для людей, было принято людьми. Glory be to Jesus. Слава Иисусу! This is why the church in the 4th century succeeded. Вот поэтому церковь 4 века, она преуспевала. When somebody had an assignment, the church prayed together with the person. Когда у человека было задание, церковь молилась вместе с ним. Paul had programmed a call for people to pray.
у Павла была определенная программа, и он призвал людей молиться вместе с ним. This should be the standard for the church in the 21st И century. это должно быть стандартом для церкви 21 века. Because the devil will not want you to deliver your assignment. Потому что дьявол будет пытаться мешать тебе осуществлять твое задание. But we are going to let the devil know that he's a liar. Но мы дадим дьяволу знать, что он лжец. Hallelujah. Аллилуйя. I said hallelujah. Я сказал аллилуйя. I said Я hallelujah. сказал аллилуйя. This is the secret of the church in the first И century. это секрет церкви 4 века. Any assignment that one of them had, it became a topic for prayers. И всякое задание, которое у них было, это становилось молитвенной темой для молитвы. Every assignment God gave to them, the church must pray before it can manifest. И всякое задание, которое Бог давал им, церковь должна была молиться до того, как оно начало осуществляться. Paul says, strive with me in prayer. И Павел говорит, подвязайтесь со мной в молитве. This morning we are going to strive, we are going to agonize, we are going to В этим утром мы passionately будем pray. подвязаться, мы будем проходить эту агонию, мы будем страстными. I don't think there is anybody here that is more spiritual than Paul. Я не думаю, что здесь сидящих есть кто-то более духовный, чем Павел. If the ministry of Paul was under threat and he called for backup prayer, and he didn't ask for silent prayer, he asked for fervent prayer, then we need to do it according to doctor's prescription. И если, смотрите, служение апостола Павла, ему была угроза, и он просил, чтобы его поддержали с горячей молитвой, то и мы должны понимать, что мы должны молиться горячо. Let's rise to our feet. Давайте встанем на ноги. Let's rise to our feet. Давайте встанем на ноги. Now, have you been able to see that silent prayer is not scriptural? Вы увидели, что тихая, вялая молитва это не по Писанию. It's only good for Catholic Church, it's not good for New Testament Church. Может быть, она подходит для католической церкви, но она не подходит для новозаветной церкви. If the devil is on your case, you don't do silent prayer. Если дьявол взялся за тебя, то ты не будешь молиться тихо и вяло. If the devil is messing up with your children, you don't do silent prayer. Если дьявол наводит беспорядок в жизни твоих детей, то ты не молишься тихо. I remember the story of one old lady. Я помню историю одной женщины. She was going out Sunday, Она однажды, пожилая женщина, она однажды вышла, and her little puppy just bolted out of the house, and the little puppy began to follow this old lady. то есть она вышла из дома, и маленький щенок выбежал из двери дома и пошел за женщиной. And the little old lady turned back, she saw the little puppy, she said, go back home, Johnny, И go эта back home. пожилая женщина, она повернулась, Джонни, обратно, домой. And the little puppy was wagging his tail and kept Маленький following. щенок, он там вертел своим хвостом, And the old lady turned again, "Yeah, come on, go back и home. пожилая женщина, ну давай домой. And the little puppy wagged his tail and followed the old lady. А маленький щенок, он крутил хвостиком и шел за женщиной. And the old lady wanted to enter the bus. И пожилая женщина, она уже собиралась сесть в автобус. And the little puppy was still there wagging his А tail. маленький щеночек, он там крутился хвостиком. The old lady got Пожилая mad. женщина, она просто вышла из She себя. raised her leg. Она подняла свою ногу. She raised her hand. Она подняла руку. And she said, I told you, get back home. Я сказала тебе домой. And the little puppy said, "Ah!" И маленький щенок. And the puppy ran back home. И щенок побежал домой. You know how you have been dealing with the devil? Знаете, вы имеете дело с дьяволом. Devil, leave us alone. Get away, devil. Ой, дьявол достает нас. Ой, дьявол, уйди.
devil, go in Jesus' О, name. дьявол, во имя Иисуса, отойди. And the devil is wagging his tail, he's sitting on А your дьявол, shoulder. дьявол своим хвостиком виляет, сидит у тебя на плечах. I've come to town to let you know Я it's приехал в time город, to shout at the devil что and give пришло the время devil кричать на a дьявола command and и ask the приказать devil, дьяволу и let попросить go его of the church in приказать Jesus' name. оставить церковь во имя Иисуса, Let go of our children in Jesus' name. оставить наших детей во имя Иисуса. They that make mention of the Lord should not be silent. И в этот день церковь не должна молчать. Hallelujah. Аллилуйя. I said hallelujah. Я сказал аллилуйя. I told you that the devil, once he keeps people in prison, he doesn't open the prison. Я, помните, сказал, что дьявол, он хочет держать людей в темнице, и он сам не открывает двери. This morning we are going to open prison doors И этим утром мы с вами будем открывать двери темниц through our prayers. через наши молитвы In the name of Jesus. во имя Иисуса. Are you ready? Вы готовы? Are you ready? Вы готовы? Number one. Первое. There are so many people in this town that do not know Jesus. Столько людей в этом городе, которые не знают Иисуса. They don't even see any need for Jesus. Они даже нужды в Иисусе не имеют. They are spiritually blind. Они духовно слепые, не видят. We are going to command their eyes to be open И мы прикажем, чтобы их глаза открылись. so they can see the light of the gospel. И чтобы они увидели свет Евангелия. Are you ready to pray that prayer? Вы готовы молиться такой молитвой? You are going to look for somebody and you join your hand with somebody. Поэтому подойди к кому-нибудь, возьми его за руку. Давайте следить. At least somebody who can pray, not somebody that will put you to sleep. Нет, я попрошу присоединиться к тому, кто будет молиться, а не к тому, который будет спать. Because you may join your hand with somebody and you go to sleep. Потому что ты можешь кого-то взять за руку и засыпать. You need somebody that will help you pray. Тебе нужен тот, кто поможет тебе молиться. When Jesus sent his disciples out, he sent them 2 by 2. Когда Иисус посылал своих учеников, Он посылал их подвое. So if you are the disciple of Jesus this morning, you Если have ты to ученик agree Иисуса with somebody. этим утром, то тебе нужно согласиться с кем-то. I'm just teaching you how it was done in the early church. Я учу вас то, как это происходило в ранней церкви. We have brought civilization to the Bible. То есть, а мы внесли цивилизацию в дикую Библию. That is why things are not working. Вот поэтому и вещи перестали работать. Are we ready to pray? Вы готовы молиться?